Привет, друзья! Я поделюсь короткой историей, которая произошла в Киргизии в середине 90-х годов. Я встретил друга которого знал. Он был ученым в одном институте. Именно он разработал киргизский флаг в 1990 и 91 годах. И мы обсуждали мою теорию о том, что киргизы происходят от колена Манассии, от древних израильтян. Он знал мои материалы. Он отнекивался и говорил: нет, это неправда, неправда. И знаете, на обрезание у нас от ислама, и все в таком духе. Он просто придумывал все эти оправдания, и на некоторые я отвечал: ну ладно, может быть, может это просто общее. Но знаете, когда историки проводят сравнительный анализ, сравнивают не одну или две вещи. Нужен целый список, и у меня такой список был. И вот у меня с собой была книга книг, и я продолжал показывать ему его культуру в этой книге снова и снова и снова и снова и снова. И в какой-то момент, знаете, это уже невозможно отрицать. Просто очевидно, что у киргизов и древних израильтян был один отец – Иаков, Исаак, Авраам. Знаете, так что я рассказывал, и он дошел до того, что уже не мог научно, просто как интеллектуал, отрицать реальность. И он сказал мне, ну это потому, что евреи взяли нашу культуру и написали свою Тору на ее основе, и они были одним из киргизских племен, а потом стали отдельным племенем. И моим ответом на это было: да, может быть. Потому что очевидно то, что киргизский отец Иаков и древнеизраильский отец Иаков – это одно и то же лицо, понимаете? И тут уже надо решить, доверяете вы этому повествованию или нет. Знаете, если вы доверяете книге книг, вы верите ей на слово. А если нет, то пытаетесь придумать какую-то другую теорию. Но очевидно, что сценарий разворачивается по сценарию, согласно именно так, как и было сказано, что довольно очевидно. Знаете, мы находим племена по всему миру, которые, согласно Писанию, возвращаются к Богу, своему своему Богу, своему древнему Богу. И это одна из вещей, которые мне нравятся в моей работе. Я не навязываю чужую религию, чужую книгу или чужого Бога. Я просто говорю: знаете, народам пора проснуться и вернуться к своему древнему Богу. И это все, чего я жду от киргизов, чтобы киргизы поверили и доверились Богу своих праотцов. Это прекрасно, когда они это делают, понимаете? Они не становятся христианами, иудеями или кем-то еще. Они просто становятся киргизами. Они становятся более киргизами, истинными киргизами, и верят в древнего Бога своих праотцов, возрождая свои обычаи, наполняя их смыслом, глубиной и богатством. В общем, это просто то, чем я хотел поделиться. Да благословит вас всех Господь. Пока.